свободомыслящие демократические таджики, а затем Белорусская ассоциация журналистов. Уважаемые ведущие, уважаемые дамы и господа, меня зовут Тимур Варки, я сопредседатель Мигрантского форума свободомыслящих Таджикистана. Здесь несколько предыдущий оратор не прямо вот передо мной, а до этого сказал, что оппозиция виновна в убийстве таджикских журналистов во время гражданской войны. В книге моего земляка, друга и коллеги Олега Панфилова описано убийство 83, рассказано об убийстве 83 таджикских журналистов, большинство из которых были либеральных демократических взглядов и поддерживали реформаторские силы, которые боролись за независимость Таджикистана и которые были убиты сторонниками Эмомали Рахмона, которые воевали под красным флагом в народном составе Народного фронта. Это одна ремарка. Вторая ремарка. Махмад Али Хаитов был журналистом и остается журналистом. Он был корреспондентом радио, потом он возглавлял радиокомитет, и далее он писал в различные таджикские независимые издания, в том числе сайт партии Исламского Возрождения «Наджот». Я не являюсь представителем партии Исламского Возрождения, но Махмад Али Хаитов мой друг и мой коллега. Поэтому, пожалуйста, будьте корректны. Если вы отрицаете, что он журналист, тем самым вы не отрицаете, что его пытают. Но это, как говорил товарищ Сталин, которого вы очень любите, это оба хуже. Он и журналист, и его пытают. Это правда, оба правда. Безопасность и здоровье журналистов в Таджикистане находится в руках карательных органов МВД, ГКНБ, прокуратуры. Мой личный опыт говорит вот о чем. Когда мое издание, в котором я работал в 2012 году, Азия Плюс, не смогла меня защитить и просто призналась, что они могут меня защитить после того, как я подвергся 2 подряд нападениям со стороны сотрудников ГКНБ и прокуратуры, когда мне выламывали руки, пытались изъять фотоаппарат, изъять телефон, лезли в мой карман, и у меня отняли удостоверение и не вернули его. Это происходило во время шествия пострадавших от пожара во время рынка Курвон и во время хоросских событий, когда я пытался делать репортаж у военного госпиталя в Душанбе во время хоросских событий, когда правительство блокировало и транспортно, и телекоммуникационно город Хорок и вело нападение, обстрел мирного города Хорок. Есть такой случай, который мне рассказала журналистка, и попросив не называть ее имени, ее посадили за неосторожную формулировку в одной из статей. Сотрудник ГКНБ посадил ее в автомобиль и несколько часов не выпускал, садистически наслаждаясь тем, что ей нужно в туалет, и она плачет, рыдает, просит его, девушка молодая, отпустить ее хотя бы в туалет. Он сказал: если ты описываешься, я тебя вывезу за город и изнасилую. Таким образом достигается отказ от профессии или работа под контролем, и деморализуется все средства массовой информации. И, так сказать, когда не помогают блокировки и другие методы. Буллинг происходит и в социальных сетях. Хумейро Бахтер, которая выступала до меня, она мне разрешила рассказать о том, что Дододжон Атаулоев, бывший оппозиционный журналист, а сейчас зарегистрированный здесь как один Пожалуйста, завершайте. Да, ведет буллинг, и мы все свидетели этого буллинга, травли, в том числе грязных намеков, порочащих эту девушку. В общем, какие-то рекомендации диктаторскому, узурпаторскому режиму Таджикистана, это все бессмысленно. Спасибо. Я считаю, что... Спасибо.